В древних китайских хрониках кыргызы описываются так, что это удивляло самих летописцев. В источниках Таншу и Синь-Таншу говорится, что кыргызы отличались от других народов Центральной Азии. Их описывали как высоких людей, со светлыми или рыжеватыми волосами и светлыми глазами. Для китайских авторов это было необычно, потому что большинство соседних племен выглядели иначе. Историки объясняют это географией. Ранние кыргызы формировались в северных регионах, в районах Алтая и Енисея. Эти земли веками были перекрестком народов, где происходило смешение племен с разным происхождением. Со временем внешний облик кыргызов менялся. Они вступали в союзы, переселялись, становились частью тюркского мира, но важно другое. Китайские хроники показывают, что кыргызы никогда не были однородным народом. Это был этнос, сформированный из разных корней, объединенных языком, культурой и общей исторической судьбой. И именно это многообразие стало одной из причин, почему кыргызы смогли сохранить свое имя и идентичность на протяжении веков.